студии Сергей Никитин. Казахстан и Израиль обсудили сотрудничество. Президент страны встретился с председателем Кнессет. Казахстан готов использовать передовые израильские технологии. Аккорда отмечает, что визит подтвердил стремление обеих стран к развитию многопланового сотрудничества. Правительство Казахстана обсудило приезд Дженнифер Лопес в нашу страну. На заседании правительства продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов представил планы по организации выступления артистки в столице. Премьер-министр поддержал инициативу, подчеркнув, что Казахстан должен стать центром проведения крупных культурных мероприятий. Государство обещает содействовать в реализации подобных проектов. Цитата. «Ожидаемый экономический эффект мы прогнозируем более 15 тысяч внешних туристов. Общий вклад в экономику города составит 6,5 миллиардов в систему Хорека и более 400 миллионов прямые налоговые поступления от проведения концерта», сказал Хасенов. Иностранцам будут выдавать ИИН в посольствах и Министерстве иностранных дел. С 27 марта в стране запустили пилотный проект. Временно пребывающие иностранцы и лица без гражданства теперь могут получить или обновить индивидуальный идентификационный номер через МИД или посольство. Для получения государственной услуги необходимо лично обратиться в загранучреждение либо МИД и предоставить документы. МВД Казахстана напомнило об ответственности за участие в вооруженных конфликтах. Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан о последствиях участия в вооруженных конфликтах за денежные вознаграждения. В последнее время в социальных сетях распространяются материалы, которые предлагают заключить контракт с иностранными вооруженными силами. Согласно Уголовному кодексу нашей страны, за участие в таких конфликтах предусмотрено наказание от 5 до 9 лет лишения свободы за неправомерное участие и от 7 лет до пожизненного лишения свободы за наемничество с возможной конфискацией имущества и лишением гражданства. МВД призывает граждан быть бдительными и соблюдать законодательство. Развитие событий через час и на нашем информпортале авторадио.кз. В студии был Сергей Никитин. Это Авторадио Казахстан. Ну а прямо сейчас начинается ваше любимое шоу приветов и поздравлений. Эфирге Шигарнес ведет его Жасулан Мейрамбек. Прогноз погоды. Сегодня в Петропавловске, в Кокшетау и Костанае 18 градусов, в Павлодаре и Кибастузе 16, в Туркестане и в Шымкенте, а также Тарасе 23, в Казаларде 25, в Актобе 20, в Уральске, Атырау, Актау и Семей 20, в Усть-Каменогорске 17, в Караганде, Темиртау 12, в Балхаше 15 выше нуля, в Жезказгане 17, в Талдыкоргане 20, в Астане 17 градусов, в Алматы плюс 23. Авторадио. Движение только вперед. 23.